Доброе утро. Сегодня воскресенье и самое время подвести итоги уходящей недели. В студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Деликатная проблема маленьких сел. В Хакасии до сих пор не решен вопрос с обеспечением школ теплыми туалетами, хотя распоряжение президент дал почти 3 года назад. Деньги есть, но осваивать их некому. Нацпроекты в Хакасии буксуют. В Абакане вновь не доделали дороги. Мы попытались разобраться, в чем причина. Производство молодое и при этом уникальное. Хакасский алюминиевый завод отметил 15-летний юбилей. Как удается совмещать передовые технологии и экологическую безопасность? Сколько стоит оливье? Статистики посчитали, как изменилась цена на основные ингредиенты самого праздничного салата. Главы регионов смогут избираться больше, чем на 2 срока подряд. Совет Федерации одобрил принятый Госдумой законопроект об организации публичной власти в стране. Ранее один и тот же кандидат мог баллотироваться на руководящий пост только дважды. Теперь больше, но точное число будут определять местные законодательные собрания. Однако за президентом закрепляется право отправлять в отставку неугодных губернаторов по причине утраты доверия. Так было и до внесения законопроекта на рассмотрение, только теперь есть значительная поправка. Не требуется уточнять, из-за чего это самое доверие закончилось. Ранее основания могли послужить коррупция или хранение денег в иностранных банках. Кстати, президент в стране теперь только один. Главы субъектов так называться не должны. Предполагается, что основные поправки вступят в силу с июня 2022 года. Исполнение нацпроекта в Хакасии идет с пробуксовкой. Оказалось, что даже при наличии денег исполнить задуманное не так-то просто. В республике нет квалифицированных рабочих рук. К примеру, в Абакане, который 2-й год подряд буквально живет в состоянии ремонта, подрядчики не справляются ни с дорожными объектами, ни с программами по благоустройству. Тем, кто срывают сроки, выписывают солидные штрафы, но от этого легче не становится. Ситуацию изучила Марина Канадакова. Траншею закапывают, чтобы раскопать весной. На улице Крылова не успели сделать ливневую канализацию до наступления зимы, но оставлять придорожную территорию разрытой не будут. Работа идет под снегом в минусовую температуру, и с этим не поспоришь. Не зимовать же с такими ямами. Ну, то есть получается, вот сейчас снег лег, нам что, придется бросить, оставить все. То есть надо же доделывать работу, правильно? Как бы или что еще ждать, пока морозы будут. Ремонт на улице Крылова оказался самым сложным в столице. На участке от Щетинкина до Тараса Шевченко под землей пролегает много коммуникаций, из-за чего дорожники просто не успели все сделать и освоили лишь 80% финансирования. Но претензий к подрядчику у мэрии нет. Она сама предложила свернуть работы до наступления тепла. Чего не скажешь о других исполнителях на другой магистрали. Улица Пушкина – самый невезучий из всех объектов, что попал в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в Абакане. Уже 2-й подрядчик, который взялся за ее ремонт, сорвал сроки контракта. В прошлом году это была компания ДСУ-7. На этот раз фирма «Прогресс-М». Сейчас, в середине декабря, она до сих пор не исполнила все обязательства. Так ей осталось установить часть уличных светильников. Есть у мэрии и другие претензии к качеству работ. Серьезные проблемы возникли и при благоустройстве общественных территорий. Сразу 5 объектов выиграло дорожно-строительное предприятие «Аполлон». Среди прочего, его рабочие укладывали новую брусчатку, устанавливали скамейки и фонари в Черногорском парке. Но вместо июля подрядчик сдал объект только в ноябре. С опозданием он сделал и скверы Заречья, и на улице Челюскинцев, а также Преображенский парк. И именно «Аполлон» первым схлопотал солидный штраф за просрочку – почти 6 миллионов рублей, что составляет половину стоимости контракта по Черногорскому парку. И это не последнее дело, ушедшее в суд, говорят в прокуратуре. Внушительные штрафы также грозят ДСУ-7 и «Прогресс-М». Я думаю, что это тоже будет определенным стимулом для тех подрядных организаций, фирм, которые участвуют в муниципальных контрактах на реализацию национальных проектов, чтобы в дальнейшем исполнять их в установленные сроки надлежащего качества. Услышать позицию подрядчиков не удалось. Представители компании единодушно отказались от комментариев. Но мэрии они объясняли, во всем виноваты резкий рост цен на стройматериалы и нехватка кадров, особенно звена ИТР. Тем не менее, городские власти приветствуют жесткие действия прокуратуры. Можно еженедельно проводить штабы, грозить и подгонять заказчика и даже помогать ему с организацией работ. Он все равно позволяет себе допускать нарушения. Со стороны главы города Абакана это вообще ежедневный контроль за каждым подрядчиком. То есть это ежедневные выезды на
объекты. Как еще усилить контроль, я уже не знаю. Поэтому, глядя на все наши работы, на все наши попытки убыстрить работу подрядчика, прокуратура уже сама вмешалась, потому что она уже сама не видела, чем еще город может оказать воздействие на наших нерадивых подрядчиков. Исполнение нацпроектов, говорят эксперты, выявило серьезную проблему. У подрядчиков зачастую не хватает ни кадров, ни техники, ни компетенции исполнить госконтракты. Тот же ремонт улицы Крылова сначала выиграла одна организация, но поняв, что не сможет с ним справиться, добровольно расторгла договор. Пришлось искать другого исполнителя, а это все драгоценное время. Всего на ремонт дорог и благоустройство городской среды в этом году Абакан получил 200 миллионов рублей. Это реальное вложение в качество жизни столицы. Но пока механизм отбора подрядчиков не станет более эффективным, власти на местах продолжат наступать на одни и те же грабли. И не по своей воле. Марина Канадакова, Сергей Казьмин, Антон Новожилов. Вести Хакасия. А вот кто виноват в неисполнении распоряжения президента, еще предстоит выяснить. Речь идет о поручении Владимира Путина решить вопрос с уличными туалетами. В 2019 году в своем послании Федеральному собранию глава государства дал регионам 2 года, чтобы обеспечить все школы теплыми санузлами. Сроки вышли, но в Хакасии до сих пор дело не доведено до конца. Это зафиксировал Общероссийский народный фронт. Из Аскизского района Виктор Буров и Никита Сигай. Вот так, наспех надев куртку, ученики Верхоскийской школы ходят по нужде. Другого варианта нет. Цивилизация в виде теплого санузла до сельской глубинки так и не дошла. Все удобства до сих пор на улице. Вообще такая скользкая тема, так сказать. Не очень приятная, но скажу, пожалуй. Просто не знаю. Порой, если просто зимой, например, очень неприятно. Ну, у нас просто порой зима бывает минус 20, минус 30. От чего порой неприятно. Еще 2 года назад президент поставил задачу региональным властям оборудовать все образовательные учреждения теплыми санузлами. Москва даже выделила деньги. В Хакасии неблагоустроенных школ на тот момент было 10. Однако спустя год Министерство образования отчиталось. В республике проблема решена. В ведомстве уверяют о том, что в Верхоскизе удобства на улице, у них информации не было. Районная администрация, вероятно, не подавала заявку на обустройство теплого санузла. В каждом доме есть сейчас и горячая вода, и душ, и туалеты у всех есть теплые. И некоторые дети, например, они даже не понимают, что вот так можно ходить на улицу. Некоторые дети, они даже боятся вот в эти туалеты заходить. Местные жители уверяют, что неоднократно сообщали напрямую Министерство образования республики. Не дождавшись помощи, сельчане написали в администрацию президента. Ведь речь идет о здоровье детей. Кстати, по морозу ученики вынуждены добираться и на занятия физкультурой. Спортзала в ней нет, а более-менее просторный коридор расположен в одном из дальних корпусов, который построен еще в довоенные годы. Все, кто приходят в нашу школу, они видят реалии того, как мы здесь обучаемся. Все обещают, они понимают все, что нам нужна школа. Но на данный момент я могу сказать, что вот мы надеемся. Сейчас в Верхоскийской школе 120 учеников, и пока в современных условиях обучения они только мечтают. Впрочем, как и о теплом туалете, который этой зимой здесь точно не появится. Будем обращаться во все инстанции вышестоящие и все-таки решать вопрос или строительство туалета в начальной стадии, или решать вопрос о строительстве новой школы. Виктор Буров, Никита Сигай, Вести, Хакасия. Коллективный иммунитет против новой коронавирусной инфекции в республике еще не создан. Не хватает порядка 70 тысяч привитых, хотя в последнее время темпы вакцинации заметно выросли. Возможно, активнее включились в работу муниципальные власти. Напомню, в правительстве Хакасии объявили конкурс среди городов и районов. За лучшие показатели по вакцинации полагался денежный приз. Причем по ковиду и по гриппу отдельно. За первое место 10 миллионов, за второе 7 и за третье 5 миллионов рублей. И на этой неделе были названы победители. Итак, максимальную дотацию из республиканского бюджета 20 миллионов получит Усть-Абаканский район. Он лидер по количеству прививок по обеим инфекциям. На втором месте также по 2 позициям Алтайский район. Награда 14 миллионов рублей. Далее Саяногорск с 5 миллионами за уровень вакцинации от ковида и Багратский район за формирование коллективного иммунитета против гриппа. Постинтернатное сопровождение сирот, будущее Белого Яра и учет домашних животных. Это основные темы, которые сейчас активно обсуждаются в Верховном Совете Хакасии. Подробности в рубрике «Парламентский дневник».
Свой первый инфраструктурный кредит Хакасия потратит на модернизацию теплоснабжения в Белом Яре и пригороде Абакана. Соответствующую информацию от правительства заслушали на заседании Президиума Верховного Совета. Инфраструктурный кредит с низкими процентами – новая форма поддержки регионов за счет средств федерального бюджета. Республике выделена сумма в 191,5 миллиона рублей. Кредит выдан на условиях софинансирования. Вторую часть должен будет вложить инвестор. Деньги пойдут на строительство модульной котельной и теплосетей в Белом Яре. Это позволит не только закрыть действующую котельную, которая сильно загрязняет воздух, но и впоследствии построить в райцентре целый жилой район со школой, детсадом и досуговым центром. Другая часть кредита будет потрачена на строительство тепловых пунктов и сетей в селах Расцвет, Зеленый, Тепличный, чтобы у местных жителей появилась возможность отказаться от печного отопления и подключиться к новой магистрали, которая идет от Абаканской ТЭЦ до Черногорска. Обновление инфраструктуры – часть работы, направленной на борьбу за чистый воздух в Хакасии. Однако предложенных мероприятий недостаточно, уверены депутаты. Необходимо рассмотреть и вариант участия в программе по переводу на электроотопление. Красноярцы делают конкретно и четко. Они принимают программу, а мы рассуждаем. Поэтому я прошу членов правительства, у вас два члена правительства здесь, обсудите тему, связанную с переводом на электроотопление в Хакасии, в крупных территориях, близлежащих с Абаканом. У нас с точки зрения доставки электроэнергии, она самая дешевая в этом плане. Поддержка детей-сирот также стала одним из центральных вопросов на заседании Президиума. Депутаты поддержали инициативу правительства, но дали свои рекомендации по разработке социально важного законопроекта. Проект закона о постинтернатном сопровождении выпускников детдомов подготовлен по инициативе Министерства образования Республики. Дело в том, что, покидая стены госучреждения, сиротам требуется всесторонняя помощь. От морально-психологической поддержки до содействия в получении дальнейшего образования, выборе профессии и решения вопроса с жильем. Де-факто специалисты детдомов и органов опеки и так не оставляют без внимания тех воспитанников, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но министр Лариса Гимазутина считает необходимым закрепить эту работу де юре. Для более эффективной системы нужна законодательная база. Например, сейчас в наших учреждениях, в 2 детских домах проживают ребята, те, кто даже служил в армии, просто у них элементарно нет пока жилья. Они проживают у нас, но, скажем так, легитимность этого проживания в наших детских домах, поскольку это взрослый человек, особенно ребятишки с особыми потребностями, имеющие ограничения в здоровье, им очень нужно вот это постинтернатное сопровождение. Республика одной из первых в стране приступает к разработке отдельного закона о постинтернатном сопровождении. И этот процесс требует тщательного и взвешенного подхода, полагают парламентарии. Абсолютно называется стопроцентная поддержка в решении этого вопроса. Но хотелось бы, чтобы и мы остались не в стороне от разработки этого порядка. Постинтернационное сопровождение как раз только начинают развивать все регионы. И у нас есть уже и были отмечены на уровне Российской Федерации эти первые шаги. И поэтому принятие этого закона позволит и дальше работать в этом направлении. Сейчас в Хакасии осталось всего 3 учреждения, где воспитываются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Предполагается, что постинтернатное сопровождение выпускники детдомов будут получать до 23 лет. Законопроект готовится к рассмотрению на предстоящей сессии в январе. Сельхозживотных поставят на учет. Федеральные власти готовят соответствующие поправки в закон о ветеринарии. Он вводит понятие маркирования и учета животных. Сведения будут вноситься в федеральную информационную систему. При этом владелец сможет сам выбрать вид маркировки. Их предлагается несколько. Весь процесс учета будет за счет государства. Все это позволит осуществлять более эффективный контроль в области ветеринарной безопасности. Важно, что законопроект возвращает Госветинспекции статус самостоятельного органа. Ее упразднили несколько лет назад, и, как выяснилось, напрасно. Президиум поддержал данную инициативу. Есть хорошие новости для любителей физкультуры. Поддержка национальных видов спорта впервые предусмотрена в республиканском законе. О новых мерах на сессии доложил министр Сергей Качан. Он сообщил о создании специальной федерации, которая получит финансирование из бюджета. Кроме того, власти намерены бороться с дефицитом кадров в спортшколах. С 1 января тем молодым тренерам, кто устроится на работу в госучреждение, будут доплачивать 13 тысяч рублей ежемесячно. А чтобы привлечь детей в спорт, самым одаренным из них будут платить стипендию в 10 тысяч. Депутаты единогласно поддержали инициативу правительства.
Продолжаем программу. Хакасский алюминиевый завод отметил юбилей. Он заработал ровно 15 лет назад. За это время предприятие выпустило более 4 миллионов тонн алюминия. Сегодня ХАЗ – один из самых высокотехнологичных и экологически чистых заводов в мире. Репортаж Петра Пермякова. Первый металл хакасский алюминиевый дал ровно 15 лет назад, 15 декабря 2006 года. ХАЗ – завод во многом уникальный. Он построен по собственным технологиям «Русала» по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Сроки возведения были рекордными – 24 месяца. В 2006-м ХАЗ стал первым алюминиевым производством, введенным в современной истории России. За 15 лет работы на Хакасском алюминиевом заводе выпущено более 4 миллионов тонн готовой продукции. Это алюминий самой высшей пробы. Он идет на экспорт в Европу, Америку и страны Азии. На ХАЗе используют самые передовые технологии. В основе производства алюминия – электролизеры РА-300, разработанные инженерами «Русала». Продукция ХАЗа пользуется спросом во всем мире. В 2021-м более половины выпущенного металла – это высокотехнологичные сплавы, которые в основном применяются в автомобилестроении. Это самый требовательный, самый высокотехнологичный, опять же, сектор потребления алюминия. В том числе электромобили, в том числе автокомпоненты, в том числе компоненты литий-ионных батарей и так далее. То есть это перспективное направление, которое мы сегодня способны закрывать как раз технологичностью установленного оборудования. В компании «Русал» ХАЗ называют кузницей кадров. Николай на заводе с первых дней. Прошел путь от рядового сотрудника до бригадира. Таких здесь большинство. На заводе нет текучки. Работать на ХАЗе престижно. На заводах «Русала» действует целый комплекс социальных программ. Дотация на питание, детские путевки в оздоровительные лагеря, качественное медобслуживание, а также максимально комфортная для сотрудников жилищная программа. «Русал» – это вообще самая лучшая компания в мире, я считаю. Ну, а этот завод, так сказать, сейчас вот заводы пускают Богучаны, Тайшет, они приезжают, у нас учатся, да, а мы как школа для них. Ну, это, я считаю, нужно гордиться этим заводом. В 2021-м на ХАЗе удалось добиться минимального расхода электроэнергии за всю историю предприятия. Еще один рекорд этого года – объем выпуска продукции превысил 300 тысяч тонн. При этом ХАЗ входит в число самых экологически чистых заводов в мире. На предприятии используется замкнутый цикл водооборота, а газоочистка работает с эффективностью 99,8%. Сегодня ХАЗ молодой, современный завод, где используют самые передовые технологии. И 15-летний юбилей – это только начало большого пути. Петр Пермяков, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. В пятницу, 17 декабря, в день рождения Николая Булакина, в Абакане впервые вручили новую муниципальную награду – премию имени Николая Генриховича Булакина. Ее учредили в конце 2020-го, присуждать будут раз в год лишь одному жителю столицы за выдающиеся достижения, направленные на развитие города. Соискателей на присуждение премии было трое. Это Лариса Степанова-Катаева, заслуженный работник культуры Хакасии, член Союза писателей России, Татьяна Шабалина, ветеринарный фельдшер Абаканской ветстанции, и Геннадий Нежевец, генеральный директор крупной компании. Достижения каждого в своей отрасли, а также вклад в развитие столицы Хакасии оценила специальная комиссия. Победителя определили путем голосования. В результате лидером стал Геннадий Нежевец. Он больше 30 лет возглавляет солидное предприятие, одновременно ведет активную благотворительную деятельность. Полученную премию 200 тысяч рублей бизнесмен тоже направил на доброе дело – на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей. Для меня, я уже говорил, это очень важно, потому что я глубоко уважал Николая Генриховича. Мы с ним очень тесно работали и в плане развития города. Поэтому эта премия, это, будем говорить, внимание то, которое уделено мне, именно от Николая Генриховича, для меня очень важно. Самый ходовой новогодний салат оливье за год подорожал, причем значительно. Специалисты Красноярскстата подсчитали, в какую сумму обойдется блюдо хозяйкам. Статистики отмечают, в цене выросли абсолютно все составляющие. Самый заметный прирост дал картофель. За год 70 с лишним %. Морковь подорожала в 1,5 раза, майонез на четверть. Яйца, колбаса, репчатый лук и маринованные огурцы в среднем на 15%. Таким образом, оливье на семью из 4 человек обойдется жителям Хакасии в 341 рубль. Это на 50 рублей дороже, чем в прошлом году. Примерно такая же сумма в Туве, в Красноярском крае чуть больше. В Хакасии индекс оливье вырос почти на 17,5%, в среднем по России на 6%. Но ближе к Новому году цены могут еще измениться, поэтому профессиональные повара советуют закупаться продуктами, которые имеют большой срок годности уже сегодня.
Для нескольких семей новогодним подарком в этом году стал питомец. В одном из наших репортажей мы рассказали о бездомных щенках, которых выхаживали неравнодушные жители Черногорска. После выхода материала в эфир большинство дворняжек сменили место жительства, но еще не все. За судьбой четвероногих героев следит Мария Добрынина. Бойкий щенок грозно лает на гостей с телекамерой, охраняя свой новый дом. Однако виляющий хвост выдает истинное состояние четвероногого. С недавних пор он абсолютно доволен своей жизнью и готов делиться этой радостью со всеми. В семье Татьяны Митиной историю бездомных щенков увидели в соцсетях и в тот же день решили – четвероногий друг им необходим. Даже выбирать особо не пришлось. Щенок молочного цвета приглянулся сразу. Как имя выбирали? Так попридумывали, решили верный. В доме в своем, как без собаки. Была собака, убежала куда-то, или выловил кто-то, или потерялась, и все, решили без собаки в своем доме плохо. Теперь у верного есть собственная будка, вольер, но главное – любящие хозяева. Тявкаем, охраняем хозяев. Не убегают, ничего, все, уже привык к дому. Привык к дому, да, привык. Ну, за ограду выпускали и назад вернулся. С собачками побегал и вернулся назад. Вот наша любимая Тучка. Любимая наша собачка. Да, Тучка? Несмотря на свои размеры, упитанная Тучка резво скачет вокруг новых хозяев. Любимые занятия пушистого питомца – это, конечно, вкусно поесть и посидеть на руках у Валерии. Игривая и очень ласковая Тучка, что удивительно, учитывая, в каких условиях она выросла, пока не понимает своего основного предназначения – охранять территорию, и просто рада оказаться дома. Так же, как и верного, супруги Чайниковы забрали Тучку к себе после того, как из соцсетей узнали о бездомных малышах. О своем выборе не пожалели ни разу. Такого щенка невозможно не полюбить. Вот здесь она у нас живет, в будке. Теплую будку сами ей сделали. Это моя девочка хорошая. По словам волонтеров, сейчас из огромной семьи на улице осталось 3 щенка. Ютятся они пока также на заброшенной территории в Черногорске. К слову, пенсионерка, которая заботилась о четвероногих, стала гостем праздничной программы, которую мы подготовили для наших телезрителей. Сколько им месяцев? Около 4. Около 4 месяцев. Щенки хорошо едят, они проглистованы, проволохованы. Давайте все вместе соберемся, поможем. Если что, телекомпания ГТРК Хакасия готова оказать в этом помощь. Доставим, привезем в целости и сохранности вам в руки. Самое главное, звоните, пишите нам, и мы с удовольствием это все сделаем. В новогодней студии также побывали герои наших репортажей, которым участие в программе «Вести Хакасия» помогло решить наболевшие проблемы. Телезрители не просто откликнулись, они вернули людям веру в жизнь. Добрым делам всегда и везде есть место. Этому посвящена наша новогодняя программа «Ближе к мечте». Съемки уже начались. Не пропустите. 25 декабря на канале «Россия-1» и 29 на канале «Россия-24». Завтра профессиональный праздник отмечают чекисты. Службе, отвечающей за государственную безопасность, исполняется 104 года. Эта сфера деятельности всегда была овеяна тайной, и туда невозможно было заглянуть посторонним людям. Сегодня у нас такая возможность появилась. В нашу студию мы пригласили ветерана, которому есть что вспомнить о работе на столь ответственном посту. Давайте, наверное, начнем с одного из главных вопросов. Как попали в такую серьезную структуру? По специальности я механик, инженер-механик. Родился и вырос на Камчатке. На Камчатку уже и уехал. И там работал в одной из рыбодобывающих компаний в конструкторском бюро. И там же я познакомился с одним человеком. Ну, вернее, он со мной познакомился. А потом мне поступило предложение поступить на работу в органы КГБ. Это уж я потом узнал, что это был сотрудник. Я не знаю, сколько времени они меня изучали, значит, так, но поступило предложение такое. Я, сказать откровенно, я сначала растерялся, но сами представьте, значит, простой инженер, и вдруг на тебе в органах безопасности. Я посоветовался с отцом, отец у меня работал в этой же организации. Он сказал, раз партия зовет, надо идти. Может быть, какая-то такая есть у вас история, которую вы подготовили, которую можно рассказать? Приходилось мне работать в одной из африканских, южноамериканских стран. Значит, выпускали мы экипаж на берег. Ну, экипаж, можете сказать, мужики отработали, на берег вышли, надо. Заходят в аптеку, смотрят, написано алкоголь на бутылке. Фу. Взяли. Ну, мы перед тем, как
выпускать экипажи, мы проводили собрания, предупреждали. Хотите выпить алкоголя, возьмите, купите, привезите на судно. И никто слова не скажет. Значит, так. Наши так и делали. Но после ночь прошла, приходят к врачу и говорят, вы знаете, что-то там 2 или 3 наших плохо себя чувствуют. Начали выяснять, что такое, от чего, как. Выяснили, что да, купили 2 бутылки, принесли, тут между собой разбили, и сложности появились. Начали выяснять, что это за алкоголь. А там бутылка стеклянная. С этой стороны написано алкоголь, а с обратной стороны на этой же бумажке написано метил. Но вы знаете, что метил – это яд. Все. После этого у нас закон. Заключенные убегали, значит, с места там заключения. Но мы всегда к этому относились такой полусерьезно. Почему? Куда с Камчатки убежишь? С Камчатки, как с подводной лодки, никуда не денешь. Только самолетом. Только самолетом. А там, естественно, стояла хорошая тогда была Камчатка погранзона, и все. Могу вот курьезный случай один рассказать. Шли 7 или 8 судов с Камчатки, шли в американскую рыболовную зону. Была на тот момент советско-американская рыболовная компания. То есть наши суда ловили рыбу, хек в основном, в экономической зоне Америки. Не в территориальных водах, а в экономической. То есть 12 миль – это территориальная зона, а дальше нам… Там, где разрешено. Да, было разрешено этим соглашением. И вот 7 судов идут кильватер один за одним, значит, на каком-то расстоянии. И вдруг одно судно, значит, решили на ходу проверить, как трал спустить, а трал у них был донный. И вот они протралили, там чувствуют, что-то зацепили. Вытаскивают вот такой вот большой валун. И на валуне на чисто русском языке написано, ну, дословно я говорить не буду, в общем, мучились мы, а теперь помучитесь вы. Потому что его назад же надо сбросить. Вот такой вот, казалось бы, случай. Ну, а во время пребывания в этой компании все время приходилось контактировать с американскими наблюдателями, которые, ну, это тоже было предусмотрено. Там такой пункт был. Если мы ловим хек, то только хек должны обрабатывать. А в прилов идет все. В прилов идет лосось, окунь, значит, палтус и так далее, и так далее. Вот эта рыба должна выбрасываться за борт. Мы говорим, ну зачем выбрасывать? Один раз мы вытащили вот такого вот палтуса, вот такой толщины. Ну, как выбросишь? Вы можете себе представить, моряк, значит, так, рыбак, тут на все судно, на весь экипаж его пожарить. Нет, выбросили. Валерий Григорьевич, вот общаетесь ли со своими коллегами, да, с бывших коллег? Не бывает, тем более на вашей службе? Не сказать, чтобы мы без друга жить не могли, нет. Но если мы встречаемся, если у нас есть какая-то возможность пообщаться друг с другом по телефону, глазу на глаз, это у нас, ну, принято просто так, значит, так. И я хочу поздравить с праздником. 104-я годовщина – это очень много. Это, по-моему, 4, наверное, или 5 поколений работников, которые там работали и работают сейчас. И мы несем с гордостью само название чекиста. Всем здоровья и долгих лет жизни. Спасибо, что пришли к нам. Мы вас еще раз поздравляем.
Ну и в завершении выпуска о наших победах. Работы журналистов ГТРК «Хакасия» признаны лучшими сразу на 2 престижных конкурсах. Первый – всероссийский, открытый взгляд на конкуренцию. Проводила его Федеральная антимонопольная служба. Наши журналисты Ольга Стельмах и Константин Кравцов забрали сразу 2 призовых места – 2-е и 3-е. Награждение прошло в Москве в здании ФАС России. Второй конкурс по Сибири. Здесь в номинации «Образование» выиграл репортаж нашей телекомпании о том, как дети из Алла Перевозная добирались в школу через лес в полной темноте. Его подготовили Ольга Стельмах, Сергей Казьмин и Георгий Борчиков. К слову, после освещения проблемы ситуация изменилась. Сегодня ученики до ближайшей школы в соседнее село ездят на автобусе. Таковы были главные новости уходящей недели. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Берегите себя.